С китайскими инвесторами о строительстве моста через Лену в районе Якутска. Переговоры с китайской стороной запланированы на осень этого года во время проведения Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке. Кроме того, в своем интервью РБК глава Росавтодора Роман Старовойт рассказал, что сейчас в Минтрансе России рассматривают предложения 5 китайских строительных компаний. Если говорить про мост через реку Лена, он абсолютно не был принесен в жертву Керченскому мосту. Просто был проанализирован перспективный трафик, потому что во всей Якутии живет определенное число населения. И если смотреть дальше, это трасса Колыма, то там без строительства следующего моста через реку Алдан, через некоторое количество километров, строительство одного этого мостового сооружения, оно будет не совсем эффективно. То есть здесь необходимо рассматривать комплекс вопросов, в том числе с развитием месторождений ископаемых, которые в Якутии будут разрабатываться. И те компании китайские, которые ведут сейчас жилищное строительство, общестроительные компании в Якутии сегодня присутствуют, они увидели перспективу реализации этого проекта и обратились через правительство Республики Якутия в правительство Российской Федерации рассмотреть их предложения. Такие предложения сейчас Минтрансом России и Росавтодором рассматриваются. Мы предполагаем выйти на более-менее конкретные переговоры, это порядка 5 китайских компаний, во время проведения Восточного экономического саммита, форума, который пройдет во Владивостоке осенью текущего года.